Добрый день, это Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии работает Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Дневная сводка оперативного штаба. Сколько заболевших коронавирусом выявили в Якутии за последние сутки. Как ведется преподавание родных языков в школах. В Якутске прошло заседание по вопросам координации мер поддержки образования КМНС. Традиция в преддверии Нового года. Республика готовится к всероссийскому фестивалю «Зима начинается с Якутии». За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 221 новый случай коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 124. По информации оперштаба, в Мирнинском районе зафиксировали 10 случаев инфекции, в Вилюйском районе 9, по 7 заболевших обнаружили в Алданском, Намском, Оленёкском районах, по 6 в Амгинском, Ниренгринском, в Татинском районе зарегистрировали 5 новых случаев, также по 4 случая в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском районах. Лаборатории республики с начала пандемии уже обработали 731 409 тестов. Необходимо обратить внимание, что с этой недели есть два новых новшества, которые определены постановлением Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия. Они связаны прежде всего с тем, что в соответствии с этим постановлением у контактных лиц не будет отбираться анализ на новую коронавирусную инфекцию, а им без анализа предписано нахождение на 14-дневной самоизоляции, если они являлись таким контактным лицом. Забор анализов будет осуществляться лишь только при соответствующих клинических проявлениях. Для органов местного самоуправления, для органов государственной власти, как учредителей образовательных учреждений, главным является создание безопасных условий обучения наших детей. Состоялось открытое заседание Конституционного суда республики по итоговому решению об отдельных положениях приказа Минтруда в связи с ходатайством народного депутата Виктора Губарева. В частности, был рассмотрен вопрос условия компенсации расходов на оплату проезда и провоза багажа для сотрудников госорганов и госучреждений. По мнению народного депутата, установленные временные сроки нахождения работников и членов их семей по маршруту к месту проведения отпуска и обратно ограничивают их конституционные права, так как возможны случаи отказов в компенсации стоимости проезда. Рассмотрев дело, суд постановил, что положение приказа Министерства труда не противоречит Конституции Якутии. Признание данных положений, не противоречащими Конституции Республики, не исключают правомочия государственных органов власти Республики установить правовое регулирование, направленное на совершенствование правового механизма социальной защиты граждан, проживающих на территории республики в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера, которые бы предусматривали максимально приближенный к жизненным обстоятельствам правовой механизм, обеспечивающий эффективную реализацию государственной политики республики в сфере социальной защиты населения. Какие существуют проблемы в образовании коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока? В Якутске прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам координации мер поддержки образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока страны. Рассказывает наш корреспондент Юлия Михайлова. Айсен – первый ребенок из Оленька, который поступил в Международную арктическую школу. Вместе с мамой мечтали, что мальчик будет учиться именно здесь. Я подумал сначала, что я не попаду, но удивительным образом я попал. Айсен учиться начал в сентябре. Любимыми предметами стали технология и литература. В школе он учит 2 иностранных языка – якутский и русский. Несмотря на такую нагрузку, хочет знать и родной эвенкийский язык. Вот здесь учась, у меня появилось желание изучить мой родной язык. Эта школа рассчитана на 220 учеников. Из них представителей коренных малочисленных народов Севера пока только 14. С организацией обучения родным языкам школа столкнулась с такими проблемами. Языки коренных малочисленных народов Севера мы не начали еще изучать, потому что, во-первых, это зависит от запроса со стороны детей и родителей.
По закону именно родители решают, будет ли в программе школы, где обучаются их дети, изучаться в полной мере родной язык и литература. Зачастую об этом родители попросту не знают. Это отметили многие участники заседания. Образовательная организация сама на свое усмотрение, в пределах, естественно, тех вариантов, которые предоставляются на федеральном уровне, может либо увеличивать, либо уменьшать количество родных часов на преподавание родных языков и родной литературы, в зависимости от потребностей, в зависимости от учебного плана, в зависимости от запросов родителей. О том, что в школах не хватает учебников и пособий, а во многих школах сокращены часы преподавания родных языков, сообщил в своем докладе Григорий Литков, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Те учебные планы, программы, которые сегодня практикуются, компонент преподавания родного языка, литературы, они выводятся во внеурочное время. Кружки, дополнительное образование. И здесь, конечно, сразу же это влияет на сам статус преподавания родных языков. И в первую очередь мы видим, что и сами учителя нам говорят, что, конечно, это снижение заработной платы. Чтобы решить проблему с учебниками, будет создан Федеральный институт национальных школ. Сейчас этот институт родных языков будет федеральным, и там будет сосредоточена вся работа по поддержке родных языков, в том числе языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам координации мер поддержки образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет разработан план по решению всех озвученных проблем. Юлия Михайлова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Данные о матерях-героинях для выпуска одноименной книги собирают в Хангаласском Улусе. Информацию берут с 1944 по 1991 годы. А тех, кто награждался орденами, медаль материнства первой и второй степеней, материнская слава первой, второй, третьей степеней и мать-героиня за рождение и воспитание 5 и более детей. Поиски продлятся до 1 июня будущего года. Выпуск книги планируют осенью. В ходе сбора информации выяснилось, что в советской Якутии самой первой высшей званием мать-героини удостоилась уроженка Орджоникидзевского, сейчас Хангаласского района Александра Припузова. Она вырастила 12 детей. Также в книгу войдут данные тех многодетных матерей, которые по каким-либо причинам в свое время не удостоились наград, хоть и подпадали под все критерии. Сбор базы данных идет по всему району, и мы призываем жителей нашего района помочь в сборе данных по матерям и выйти на специалистов нашей библиотечной системы. Необходимо напечатать информацию на Word, фамилия, имя, отчество матери, год рождения, фотография матери, краткую автобиографию и список детей и отправить на электронную почту pokrulip@mail.ru. Якутия готовится к всероссийскому фестивалю «Зима начинается с Якутии». В этом году этот фестиваль впервые пройдет в виртуальном формате. Это даст возможность каждому жителю региона и страны стать участником этого событийного туризма в России, которое считается ключевым мероприятием всего зимнего сезона. Также, по словам организаторов, это шанс для фестиваля заявить о себе всему миру, ведь из-за пандемии вся программа пройдет в онлайн-режиме на различных интернет-площадках. Уже со следующей недели фестиваль дает старт. Первыми программу откроют новогодние мастер-классы от центров культуры Якутска по различным направлениям. В этом году фестиваль «Зима начинается с Якутии» пройдет с 23 ноября по 6 декабря в новом для нас всех формате онлайн. Это значит, что все желающие из любого уголка мира и нашей страны могут принять в нем участие, просто подключившись с телефона. Для участников фестиваля подготовлена огромная программа, куда включены такие уникальные мероприятия, как фотовыставки, мастер-классы по живописи, прикладному искусству, мероприятия, связанные с показом дизайнерских изделий, авторских кукол и другие интересные викторины, квесты и выставки. К другим новостям. На заседании коллегии Министерства по физической культуре и спорту Якутии единогласным решением было одобрено присвоение имени заслуженного тренера России и Якутии Артура Пахомова спортивной школе Олимпийского резерва по боксу.
За годы своей тренерской карьеры непосредственно под руководством Артура Пахомова подготовлено множество талантливых спортсменов, в их числе 2 заслуженных мастера спорта, 1 мастер спорта международного класса, 12 мастеров спорта Советского Союза и России, 20 кандидатов в мастера спорта. Первенство России по масс-рестлингу среди юниоров и юниорок состоялось во Владикавказе. На турниры съехали спортсмены из 13 регионов страны, включая Якутию. Кто же вышел на пьедестал почета, знает наш корреспондент из Москвы Айсана Бурнашова. В день соревнований на помосте разгорелись настоящие страсти. Каждый масс-рестлер хотел вырвать победу у соперника. Цена схватки высока. На кону не просто медали первенства, но и путевки в состав молодежной сборной России. Место на играх стран СНГ следующего года. Около 7 десятков спортсменов, лучшие представители своих субъектов, участвовали в 11 весовых категориях, 6 мужских и 5 женских. Сила и ловкость вкупе с правильной техникой сразу выявили 3 команд, лидеров соревнований. Помост показал сегодня, что вот лучшие команды, подготовленные команды — это Республика Чувашия, Республика Саха-Якутия, Свердловская область. С огромным отрывом на пьедестал почета один за другим вышли якутские маджины. Целых 6 золотых медалей. Ботуры стали победителями всех весовых категорий. У меня в весе был ангинский юниор, масс-рестлер Василий Захаров. Он очень сильный соперник. Я его выиграл со счетом 2-1. В первом круге я боролся с участником Осетии. В финале встретился с кабардинцем. Он очень сильный, у него хорошая техника. Все натренированные, хорошо подготовленные. В каждой весовой категории были по 2 участника, в некоторых по одному из Якутии. Где-то 20 человек у нас было в команде. В копилку сборной Якутии медали принесли и юниорки. 1 серебро и 3 бронзы. Но оглушительной победы в женском зачете все же добилась калужская спортсменка Махинур Абдузаирова. Оставив позади сразу 3 соперниц, включая 21-летнюю Саину Томскую, Махинур вырвалась на 1-е место. Мне очень понравились сами соревнования, сами спортсмены. Были очень сильные соперники. После такого долгого перерыва вновь бороться с соперниками из разных регионов, это был хороший опыт. Все триумфаторы первенства представят Россию на первых играх стран СНГ в следующем году в Казани. Ну а впереди масс-рестлинг ждут самые главные соревнования года. Чемпионат России среди мужчин и женщин. Он пройдет с 4 по 7 декабря в столице Кабардино-Балкарии – Нальчике. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Владикавказ. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте всегда в курсе. Берегите здоровье, носите маски.